Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что сейчас в тайне происходит у вас за спиной, а вы и не знаете? Что раскроет вам песок? Какие тайны, какие секреты? Загадайте, пожалуйста, на себя, на то, что происходит сейчас за вашей спиной и на то, о чем не знаете. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! А как это вы сделали? Слушайте, тут какой-то человек с пустой челюстью. Как будто бы человек об вас зубы сломал. Ну надо же! Чавкает пустой челюстью, лицо кривое, грустное, понурое. Слушайте, что происходит? Вас кто-то хотел покусать, либо загрызть, но сломал об вас все свои зубы. Зубы на самом деле это сила. Кто бы что ни говорил, но вся сила в зубах. А тут человек с пустой челюстью. Ну надо же. Как угораздило, да? А вы-то крепким орешком оказались. Не по зубам этому грустному персонажу. Ну, по делам досталось. Ох, кто бы мог подумать, что так произойдет? А вы ведь в себе не видите сильных сторон. Вы ведь считаете, что вы ничем от других не отличаетесь, что вы как-то даже в беззащитной какой-то позиции находитесь. Все, нет, вы крепкий орешек. И видите, я так понимаю, что это не первый персонаж, который зубы сломал. Но этот прям конкретно все зубы сломал. А теперь с беззубой этой челюстью чавкать только может. Да, а вы знаете, об этом будут говорить. Мало того, этот человек бесстыжий, он еще и вас обвинит в причинах своих бед. Так и будет вас пальчиком своим тыкать и говорить: это все из-за нее. Это из-за нее я зубы потерял. Конечно, он не будет говорить, что он хотел вас покусать, либо она не будет говорить, что-то другое придумает. Но тем не менее, тут наглости еще там запас огромный. Вот что происходит. Но надо же. Слушайте, а я бы на вашем месте как развернулась бы, как шлепнула бы этого человека, чтобы еще и на попу упал, да? Чтобы срам был. Не, договориться. Действительно, вот постоянно вас задирает, цепляет, договориться. Уже зубы потерял. Мало, значит, еще хочет. Мои дорогие, никого и ничего не бойтесь. Вы крепкий орешек, никому не по зубам. А те, кто дурное замышляет, вот беззубыми становятся. Силу свою теряют и уже, вставную челюсть поставят и будут там щелкать, да, как это, помните, эти игрушки такие были детские, заводная эта челюсть, которая клацает, да, по столу, прыгает и клацает. Ну все, допрыгался товарищ, либо подружка, да, допрыгалась. Да, будет много разговоров, и даже этот человек нагло будет вас обвинять. Вас нельзя обижать. Вас нельзя обижать. Вы можете написать на листочке, либо рекламку дать, да, что меня обижать нельзя. Я заранее предупреждаю, потом все последствия на вашей совести. И это будет правомерно, это будет справедливо, это будет нормально. Да, многие люди видят вашу доброту и путают ее с слабостью. Это, кстати, не первый раз я вижу в отсыпках. И уже было, и не только, кстати, в отсыпках. Вы очень выглядите, знаете, таким милым человеком, добреньким, хорошо воспитанным, таким вот прям очень лаконичным, спокойным, уравновешенным, да. То есть нет такого, что вы любите там пойти, покуролесить, гром, гроза, да, там брань, трехэтажный мат, это не про вас. Нет, если вас довести, то можете, а так, чтобы повсеместно, нет. Вы выглядите очень-очень скромно. Очень скромно. Кстати, вы знаете, пришла информация про какой-то знак. У вас на теле есть какой-то отличительный знак.
Либо вы с ним родились, либо вы сами себе его поставили. Либо вас судьба отметила, такое тоже может быть. Ну, это если шрам какой-то, либо, ну да, шрам, скорее всего, ожог еще может быть, ну, старый, да, когда шрам остался от ожога. А родиться вы могли с родимым пятном, с родинкой. А сами себе вы, скорее всего, наверное, татуировочку сделали. И вам кажется, что она просто красивая, но нет, в этой татуировке прям зашифрован знак силы. Даже если вы так рандомно выбрали понравившийся рисунок, либо образ, вы на подсознательном уровне выбрали знак силы и на себя его нанесли. Да, такое тоже может быть. Может, вашу татуировку и не видно, может, в таком месте, знаете, что вы не часто оголяете. Но, тем не менее, знак силы. Вот есть какая-то отметина. Да, все не просто так. Все не просто так. Так, ладно, мои дорогие, вот смотрите, еще важный момент, чтобы я его не пропустила, не забыла о нем. За вашей спиной прямо сейчас некий человек ведет подготовительную работу. У человека на уме кольцо. Видите, огромное такое кольцо. И человек готовится, как будто бы, знаете, тренируется, либо прицеливается, чтобы сделать шаг в вашу жизнь. А вы не знаете и не догадываетесь. Вам и в голову это не приходило. Мужчины – это женщина, а если вы женщина смотрите, то это точно мужчина. И я так понимаю, что у человека действительно очень серьезные, далеко идущие намерения, планы на вас. И человек уже для себя как все решил, да? Все решил, теперь осталось все это воплотить. Кольцо, любовь, да, любовный союз, брачный союз. А также кольцо могут показать и дружеский союз, творческий союз, деловой союз. Кольцо большое, оно такое толстое, оно в голове, мысли об этом кольце в голове. И человек буквально, вот, знаете, как рассчитывает, в какую точку сделать шаг, да, либо с какой ноги. Либо когда вы там появитесь в определенном месте, либо, может, приедете, может, вы сейчас где-то отсутствуете на даче, либо в командировке, может, на отдыхе. Или там приедете туда, где этот человек обитает, да, вот он готовится, либо она готовится сделать шаг. События на линии судьбы, а кольцо уходит вправо. То есть для вас это будет очень выгодное кольцо, да, очень выгодный союз. Даже если вы этого не понимаете, все равно лучше не отказывайтесь. Или отказаться вы всегда успеете, да. Лучше там, согласитесь, либо скажите, мне надо подумать, переосмыслить, да, взвесить все за и против, потом дам ответ. Но вот мне идет, что это все вам на благо обернется. Действительно на благо, да, хороший знак. Так, чуть повыше. Кролика какого-то показывают, либо зайца, голова, да, голова кролика, либо голова зайца, уши длинные. И у тех, и у других уши длинные. Кто-то рядом с вами чувствует себя защищенным. Человек либо такой трусливой натуры, либо у человека какой-то очень серьезный испуг, либо человек сам по себе такой очень нерешительный, боязливый. Но рядом с вами этот человек себя чувствует за каменной стеной. Либо ваше присутствие для этого человека как гарантия безопасности. Кто-то вам очень сильно верит, безгранично верит, и буквально человек, скажем так, существует, либо ведет привычный образ жизни, потому что вы рядом. Если бы вас не было, то человек куда-нибудь там в лес бы забежал и под кустом бы сидел, либо в норке спрятался и сидел бы в тряске находился, да, трясло бы не по-детски. Вы понимаете, вы для кого-то опора силы, вы для кого-то источник защиты, да, либо сама защита. Да, возможно, человек немножко вами пользуется в этом плане, но с другой стороны, вот вы в себе силы не видите, вы не считаете себя там какой-то супер героической персоной, да, там силачом, либо какой-то амазонкой, воином, да, но человек, вот кто заяц, он считает вас таким, считает вас такой. И рядом с вами этот человек даже может как-то и плечи расправить, да. А когда вас нет, либо вы отсутствуете, то человека прям трясет, действительно трясет, и паника начинается. Как зависим от вас этот человек, мне идет в зависимости. Хоть вы этого не искали, не хотели, но так, скорее всего, исторически, либо так вот по жизни случилось, сложилось. Да, какой-то зайчик к вам пристроился. Так, волна.
Оно очень похоже на повод для волнений, для переживаний. Вас кто-то от этой волны бережет, закрывает. То есть есть некая информация, очень такая, скажем так, полна, переполнена переживаний, наполнена переживаниями. И есть человек, который вас ограждает от этой информации. Да, скрывает, и это нехорошо. Но с другой стороны, у человека намерение вас защитить, у человека намерение не допустить того, чтобы вы там переживали, волновались, плохое думали. Ну, допустим, в разговоре с кем-то вы можете спросить там по телефону, да, а как у тебя дела? А как там, что у тебя происходит там в жизни, как обстоятельства сложились? И человек вам такой говорит, да у меня все хорошо, все замечательно, все отлично. Тут прям царские условия, живем, жируем, гуляем, да. А вы прям чувствуете в голосе что-то не то, да, что-то не то. Что-то мне неспокойно. И вы говорите, а ты точно мне правду говоришь? И человек такой, да, клянусь, там все правда. Вот, человек не хочет вас специально обманывать, человек просто хочет защитить вашу нервную систему. То есть, скорее всего, человек знает, что вы очень мнительная, что вы очень переживательная, что вы там начнете себя накручивать, да, и человек вот сознательно вам говорит, что все хорошо. То же самое вам могут о ком-то, о чем-то не сообщать, зная, что может быть очень острая такая волнительная реакция. Как сладкая ложь, да. Ну, либо это не ложь, это больше как скрытие какой-то информации, закрытие, либо скрытие информации. Но вы все равно правду узнаете. У вас судьба такая, всегда во всем узнавать правду, либо до правды доколупываться, правду находить. Что бы вы ни делали, сколько бы от вас что ни прятали, не скрывали, вы все равно на правду выходите, либо правда обнаруживается. Здесь буквально сами ангелы просят вас за этого человека и говорят, что человек действует вам во благо. Да? Человек нехорошо поступает, но он вас этим защищает. То есть, когда ты правду узнаешь, пожалуйста, не ругайся, да, не ссорься, не обижай этого человека. И этот человек никогда тебя сознательно не обманет в чем-то серьезном, просто хочет тебя оградить. Да, вот как-то так информация. Ну вот как-то так, да, показали. Еще с левой стороны здесь сердце в огне, разбитое сердце в огне. Вот так показали, да, вот оно сердце, оно разбито еще и в огне. Вы знаете, здесь какой-то самоуверенный человек, такой напыщенный, горделивый, с короной на голове. У него сердце разбито и сердце в огне. Ну, разбито, понятно, а в огне это значит, что человек сам себя вот презирает, да? Что человек себя винит в каких-то событиях, либо в какой-то ситуации. Возможно, речь идет о личных отношениях, либо о рабочих отношениях. Ну, допустим, если это личные отношения, то, скорее всего, человек с вами расстался, либо как-то, знаете, вот, ну, пренебрежительно относился, позволял себе некие гадостные вещи, которые вы терпеть не стали. Вы человека послали, а человек сказал, о, и слава Богу, типа, мне без тебя будет лучше. Но прошло время, а стало только лишь хуже. И теперь этот человек, ну, с разбитым сердцем и сам себя винит в том, что был таким недальновидным, глупым и самонадеянным, либо каким-то абсурдным, да. Если это какие-то рабочие отношения, то, возможно, какой-то профессиональный конфликт, ну, допустим, на работе, там, не знаю, начальник накричал, вспылил, либо начальница теперь жалеет и очень сильно боится, что вы не поймете, не простите, что вы уволитесь, либо вы уже уволились, да, и человек себе локти кусает. Ну и также может быть разногласия там с какими-то клиентами, да, покупатели, клиенты. Что-то там им под хвост попало, какая-то вожжа попала, и они, значит, там набузили, поругались с вами, хлопнули дверью, а теперь не могут найти профессионала такого же уровня, как вы. То есть ходят, маятся, им там задорого, что попало, делают, либо продают, и они такие, блин, ну как так, да, ну что ж такое. И как бы и назад вернуться, лицо потерять не хочется, и, возможно, вы уже не примете, не простите. И вот как бы, да, накуролесил человек, теперь уже как-то не по себе. И теперь и сердце разбито, да еще и в огне. Ну, искал приключения, нашел приключения. Теперь развлекайся, не жалуйся. Дальше.
есть что-то, что не работает, и вы в это верите. Ну, допустим, вам могли продать какие-то, там, не знаю, витаминки под видом чудо-средства, которое помогает от всех болезней, там, от всех болезненных состояний. Вам могли продать какой-то там девайс, допустим, да, там, аппарат, который там что-то делает. Вам могли какие-то услуги предложить, либо навязать. Вы могли столкнуться даже с каким-то, не знаю, обрядом и ритуалом там, на просторах интернета, и там прям обещано, что прям все исполнится сразу же, моментально, 100% исполнения. Вот, вы в это верите. На самом деле это не работает. То есть под видом чудо-средства обычные какие-то витамины, либо просто какие-то пустышки, под видом чудо-аппарата там просто какая-то хрень китайская, а под видом там обряда ритуала это чья-то фантазия, да, которая не имеет никакого отношения ни к магии, ни к волшебству, ни к колдовству, ни к чему. Почему-то вы поверили, ну я понимаю почему. Скорее всего, это как последний для вас шанс, либо последняя возможность изменить свою жизнь к лучшему. Но вы очень-очень сильно ошибаетесь. Смотрите, во-первых, вы сами по себе энергетически очень сильный человек. Во-вторых, у вас очень много силы в голосе. Да? Голос. Как звучит ваш голос. В нем много силы, в нем много энергии. И тут я бы вам советовала не ритуалы искать, а именно, допустим, какие-то молитвы читать, да? Настоящие молитвы. Ну, понятно, что если вы не христианин, то в вашей религии, там, у мусульман суры, у кого-то там другое, да? Читайте молитвы, обращайтесь к Богу, к высшим силам, и помощь придет. И ритуалы эти вам не нужны. А для тех, кто ищет там чудо-средства, чудо-пилюли, аппараты, я бы на вашем месте поискала на всяких пабликах, форумах, описала бы свое состояние и попросила добрых людей дать совет. И вот мне кажется, что люди знают, да, и люди вам подскажут на самом деле, что как работает, кому вам обратиться, что вам нужно сделать, где искать специалиста. Ну, то есть какие-то обещанные чудеса, они не работают. Но вы можете все это изменить, да? Не нужно верить там первому встречному, не нужно верить там в первое попавшееся там средство, да, которое вам предлагают, либо в какой-то рандомный ритуал, либо обряд в интернете. Ну, вы не знаете, кто это написал, с какой целью это написали. И даже, знаете, иногда встречаешь, люди черные ритуалы выдают за белые. И это делается специально, чтобы разводить вот этот негатив, чтобы люди там психовали, чтобы грешили и прочее. Ну, темные силы в этом заинтересованы. Мои хорошие, я понимаю, что вам, наверное, это неприятно слышать, но раз вы здесь, я просто обязана вам это сказать. Поищите другое средство, и вы точно найдете, да, а вот в первое попавшееся не стоит так сильно верить. Дальше, мои хорошие, показывают какие-то деньги, которые от вас спрятаны либо припрятаны. Деньги могут быть как в наличности, так и, допустим, на какой-то карте. Вы о каких-то деньгах совершенно не знаете, и человек, который от вас деньги спрятал, это какой-то знакомый человек, это не чужой, не посторонний человек. Знаете, что самое интересное? Не сейчас, но со временем эти деньги окажутся в ваших руках. Ну, допустим, да, муж сделал заначку где-то там, да, вы будете убирать, там, генералить начнете и обязательно найдете. Либо там есть еще одна карта, да, тоже можете найти. Либо, ну, не знаю, ну, в крайнем случае наследство может быть. Я вижу, что не сейчас, но со временем эти деньги окажутся в ваших руках. Наличные, либо на карте лежащие. Вот, это будет вашим. Будет вашим. А человек вам так и скажет: а я для тебя собирал. Либо я собирала для тебя. И в принципе оно-то так и есть. Эти деньги окажутся в ваших руках. Но на самом деле там человек на что-то другое собирал. Ну, либо решил там себе действительно заначку сделать. Там вдруг черные времена придут. Так что вы там вдруг найдете, не ругайтесь, потому что вам достанется.
Ну, а даже если не найдете, все равно через время вам достанется. Эти деньги сами найдутся, и в ваши руки упадут. Так, еще. Тут показано, что вы не понимаете, на что вы способны. А способны вы на какие-то великие поступки, вещи, действия. Но пока еще время не пришло. У вас могут быть странные ощущения, странная какая-то потребность, тяга. Это, знаете, как вот жажда, что ли, мучит, либо аппетит просыпается. Вот хочу что-то скушать, но что конкретно не знаю. Вроде как сладкое не хочу, там соленое не хочу, копченое не хочу. Но вот чего-то хочу. Странные ощущения, и еще могут быть странные сны. Ваше открытие, либо ваш взлет, он к вам приближается. И чем ближе он к вам, тем будут ярче ощущения. Даже у кого-то будет такое состояние, что вас трясти начнет. И вы будете говорить: мамочки, что со мной происходит? Да что творится-то такое? Но приближается то, чего нельзя отменить. Приближается то, что вам, как говорится, на роду написано, да, в книге судьбы отмечено. И это неплохое. Это абсолютно неплохое, это очень хорошее. И также вижу, что то, что вы сделаете, а это сделаете именно вы, очень сильно повлияет на уровень и качество вашей жизни. Но в прямом и в переносном смысле. Своими руками вы меняете, разворачиваете свою жизнь, либо поднимаете на новый уровень свою жизнь. То есть, например, вы женщина, да, вы замужем, и вы ждете от мужчины, да, каких-то действий, там, не знаю, покупок, проявлений, достижений, но нет, это будете вы. Именно вы будете. Не он, но вы. И вы это сделаете. А у кого-то так и отыграется, что, опустившись на самое как темное место, вы из него как яркая звезда взлетите. Именно так и отыграется. Ничего не бойтесь, ни о чем плохом не думайте, все будет как будет. Уже все прописано, уже все решено. Вы проигрываете уже конкретно прописанный сценарий. Все. Правки, изменения невозможны. Как-то так. Дальше. Здесь какая-то вот подружка, скорее всего, да, знакомая подружка, может, родственница. У нее 2 лица. 2. И эти лица, они очень разные. Одно лицо такое, знаете, ну я несчастная, я жертва, я там одинокая, я там такая, сякая, недолюбленная, недоласканная, невезучая. А второе лицо, оно такое, знаете, вот как скорпион, что ли, да? Вот все подлые, все твари, а я такая хорошая, белая, пушистая, типа ненавижу всех, да? Женщина способна на говнецо, да, либо ну, какие-то гадостные поступки. 2 лица. И одно лицо вы ее точно знаете, вы ее жалеете. А вот второе лицо, лицо скорпиона, вы не знаете. Хотя не знаю, скорпиона лицо или что. Ну, лицо, наверное. Ну, не морда, наверное, да. Хотя спорный вопрос. Кто знает, кто филолог, напишите, что там у скорпиона. Ну, будем говорить лицо для удобства. Вот это второе лицо вы не знаете. И тут вас тоже, знаете, как предупреждают, что не все то, чем кажется, что внешность бывает обманчива, что есть такие вот люди, прям актеры, актрисы, которые ну, на профессиональном уровне играют свои роли. А еще говорят о том, что ну как будто бы жалеешь не тех, да, либо жалеешь тех, кто недостоин жалости, но достоин порицания. Вот, не жалей, никого не жалей. Ну, животных можете пожалеть. Животные честные, животные не станут обманывать. А вот люди способны на страшные вещи. И чем, ну, вот кажется, лучше знаешь человека, тем неожиданнее человек может открыться для тебя. Да, повернется это второе лицо, и вы ахнете, скажете, что за ужас-то такой, да что происходит, как так, да, как меня могли так злостно обмануть. Мне вот еще кажется, что у этой женщины какие-то, наверное, расстройства есть, ментального спектра расстройства. Поэтому у нее так хорошо получается играть свою роль до конца.
ну, какая-то, знаете, как, ну, не душевная болезнь, а именно ментальное расстройство. Да, скорее всего. И сколько бы вы ни дружили, сколько бы вы ни общались, да, но лицо Скорпиона там точно есть, и она его прям очень сильно от вас прячет, потому что она в вас очень сильно заинтересована. Но когда вас нет рядом, она смотрит на вас глазами Скорпиона. То есть она вам, скорее всего, завидует, либо даже какую-то там вину вашу придумала, в чем-то вас там обвиняет, да, какие-то гадости в вашу сторону говорит. Сплетничать может за вашей спиной, причем там вы с ней поделились чем-то там сокровенным, личным, а она такая: о, поднагажу, значит, я сейчас ее все эти подноготни, да, вытащу и всем расскажу, причем подам в самом мерзком виде, да, со своими там домыслами. Ну, не нравится мне этот персонаж. Опять же, если между людьми не только дружба, но и вот какие-то, знаете, такие жалко мне человека, то все, то это уже неправильно, да, неправильно, так не должно быть. Так, еще. Это какой-то то ли суд, то ли какое-то судилище, выяснение отношений, что-то с правом, законом, правоохранителями, какими-то учреждениями, организациями может быть связано. Вот у вас с кем-то проблема, либо судебного, либо досудебного характера. И вы правы, вы 100% правы, но правового решения, где написано, что именно вы правы, нет. А знаете, почему нет? Потому что та другая сторона кому-то деньги в карман кладет. Вот четко показано. Тому, кто высоко сидит, видите, деньги в карман кладет. А вы ничего не ложите в карман, поэтому решения никакого нет. Здесь коррупция, да? Коррупционная составляющая налицо. Доказать это сейчас нельзя, вам нужно потерпеть. И, ну, потерпеть, конечно, придется долго, да? Дольше, чем вы могли себе представить. Но потом все раскроется. Придет новый человек, и все раскроется. Раскроется, что вот вам долго решения не давали, либо долго суд решения не выносил, потому что были взятки, потому что была коррупция. Да, это очень несправедливо. И справедливость у вас в жизни будет, но она будет какой-то запоздалой. Конкретно поздней, запоздалой мне идет. Сейчас повлиять нельзя. Берегите свою нервную систему и просто наблюдайте. Наблюдайте. Да, время тянется. Вы чувствуете себя беззащитным перед всей этой системой, перед этим, с кем вы выясняете отношения в суде, либо там в каких-то организациях. Но там взятки, там точно взятки, и пока человек не поменяется, кто вот там какой-то то ли посредине, то ли главный, ничего не изменится, к сожалению. Да, вот как-то так показали. Это плохо. Это плохо, но это временно. Так, с правой стороны. Вот показано, что чья-то любовь вокруг вас стенкой стоит. Ну вот как 4 стены, да. Вас чья-то любовь защищает. Хотите верьте, хотите нет. Но в этом мире есть человек, который вас по-настоящему искренне любит. Любит всем сердцем и всей душой. И мне идет, что этот человек, скорее всего, молится за вас. Либо какие-то, вот, знаете, там заговоры читает, молитвы читает, не знаю, свечи ставит за ваше здоровье, там, службы заказывает. И я вижу, что вы с этим человеком либо не часто общаетесь, либо вообще уже давно не общаетесь. А человек продолжает вас любить, продолжает о вас молиться. И вот эта сила любви, она прям стены создает. Стены, которые вас защищают. Защищают от бед и неприятностей, от каких-то тяжелых жизненных ситуаций. Ну, прям совсем тяжелых, таких, что прям неподъемные, да? Нет, могут быть неприятности, какие-то там плохие дни, но ужасных ситуаций не происходит, потому что сила любви этого человека вас защищает. Опять же, это может быть и кто-то из родственников, с кем вы поссорились и не общаетесь, либо кто-то, кто живет очень далеко от вас в сегодняшнем дне. Это может быть и бывшая, и бывший, который вот по прошествии времени все равно продолжает вас любить, понимая, что будущего нет. Да? Мало ли, там плохо расстались, либо вы уже в других отношениях, в другой семье. Но человек продолжает любить, продолжает за вас молиться. Либо, может быть, этот человек всегда вас любил,
но вот судьба не дала вам быть вместе, да, вот не по судьбе вы друг другу оказались. И вы уже и забыли про этого человека, а этот человек до сих пор вас помнит и о вас молится. Вот у кого-то почему-то мне идет, что это папа. Папа, который, допустим, мог уйти из семьи, либо не принимал участия в вашем воспитании, а сейчас, например, последние годы стал очень набожным человеком, чувствует, что не додал вам любви, что очень сильно перед вами виноват, и, возможно, вы вообще не общаетесь, да, но папа, например, начал молиться за вас. Почему-то еще такая картинка вышла. Что бы это ни было, любовь сильная и прям конкретные 4 стены, которые вас от самых ужасных ситуаций защищают. Это как дополнительная защита любовью. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.